По данным Всемирной туристской организации, только 2% стран пускают туристов без каких-либо ограничений. Это 5 стран – Албания, Доминиканская республика, Коста-Рика, Северная Македония и Танзания. Многие страны подтолкнуло на ужесточение антиковидных мер появления новых штаммов коронавируса. В связи с пандемией принятых странами ограничений в 2020 году международный туристический поток сократился на 1 миллиард поездок по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Кризис поставил под угрозу от 100 до 120 миллионов рабочих мест в сфере туризма. Безусловно, кризис не мог не коснуться и Абхазии. Так, в прошлом году границу открыли только в августе, и был неполный сезон. А в 2021 году Абхазия ожидает рост туристического потока и хорошего сезона. На территории республики туристы могут попасть в Российской Федерации. При этом, по информации Министерства туризма, ограничений на въезд гражданам на отдых нет. Со стороны Абхазии никаких препятствий нет. У нас выдаются визы для граждан Украины, то есть Украины, проживающих, имеющих прописку в Донецкой или Луганской Народной Республике, также для граждан Луганска и ДНР. То есть для них въезд свободен, то есть по визе, и также для граждан России. Это основной сегмент, который охватывает как раз сферу туризма Абхазии. Для европейских стран у нас, опять же, ограничений нет, но есть ограничения со стороны Российской Федерации. Исходя из этих ограничений, они не смогут въехать в Россию, чтобы к нам попасть, или же с Абхазии попасть обратно, вернуться через Россию к себе на родину. Безусловно, туристическая сфера приносит большие средства в бюджет страны. Уже сейчас идет активная подготовка к летнему курортному сезону. Динамика бронирования номеров в отелях высокая. Кроме того, посещение туристических объектов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года намного выше. К примеру, Рицинский национальный реликтовый парк на 1 марта уже посетило 32 тысячи туристов, что в 2 раза превышает показатели прошлого года. В нынешнем году Абхазия ожидает приезда более 1 миллиона туристов. По нашим данным, по нашим наблюдениям, в этом году будет очень положительный сезон, то есть показатели будут значительно превышать все предыдущие года. Этому способствует закрытие границ России с странами Европы и рядом стран Азии. И весь турпоток, который раньше, допустим, был направлен в Европу, будет распределяться равномерно по России, по югу России, а также и Абхазии в том числе. Чаще всего туристы едут в Абхазию за теплым чистым морем, абхазским гостеприимством и, конечно же, чтобы насладиться уникальной природой и достопримечательностями. Стоит отметить, что с каждым годом в республике расширяется ареал туристической активности. Задействуется все больше городов и районов, открываются новые туристические маршруты. Совсем недавно стартовал новый абхазо-российский проект «Хаба-Хаба», ориентированный на туристов, которых привлекает активный вид отдыха. Над созданием проекта и его развитием работает группа российских специалистов совместно с основателем фонда «Горная Абхазия» Тенгизом Тарбо. Уже в марте запустится сайт проекта. На первоначальном этапе планируется запуск интернет-магазина, где желающие смогут приобрести экипировку для активного туризма. Мы связались с Тенгизом Тарбо, который сейчас находится в Москве по скайпу. Он рассказал об особенностях информационно-познавательного ресурса «Хаба-Хаба». Задача нашего проекта – помочь тем, кто решил заняться активным туризмом, или тем, кто занимается активным туризмом уже. Соответственно, мы будем создавать все необходимые технические цифровые возможности для того, чтобы людям было проще выбрать место, куда они хотят поехать, понять для себя все сложности, с которыми они могут столкнуться, какая им экипировка нужна. И также у нас будет серия публикаций, допустим, посвященная правильному поведению, правильным правилам поведения в горах, как правильно выбрать рюкзак, как правильно собрать рюкзак, как не замерзнуть в палатке. Вот, собственно говоря, все, с чем соприкасается человек, который решил заняться активным туризмом. Авторы цифрового проекта уверены, что Хаба-Хаба станет большим подспорьем не только для самих туристов, но и для гидов, небольших турагентств, которые оказывают услуги по походам, семейному отдыху в горах. И по словам Тенгиза Тарбо, проект уже получил отклик. Я уже сделал 2 публикации от проекта у себя на страницах. И мне уже человек 20 написало из разных регионов России, мне написало несколько человек из Абхазии. Именно гиды причем написали, которые хотят с нами сотрудничать. Но и не только, были очень интересные предложения, которые мы просто для себя пытаемся понять. И волонтеры из Абхазии выходили, хотят сотрудничать с проектом, и творческие какие-то группы выходят на нас с предложениями. Сейчас будем думать, как это все уместить в проект, как сделать так, чтобы каждый мог себя в нем реализовать.
В выборе названия проекта авторы руководствовались тем, что он должен быть легким, созвучным в произношении и быстро запоминающимся. В переводе с языка народа суахили «хаба-хаба» означает «шаг за шагом» или «мало-помалу». Значение этого слова с суахили хаба-хаба — это шаг за шагом. И это напрямую, это как бы такой основной смысл для людей, занимающихся активным туризмом, особенно восхождениями или трекингом. Шаг за шагом мы познаем этот мир. Шаг за шагом мы приближаемся к вершине горы, к вершине наших возможностей и так далее. То есть это абсолютно стыкуется с тем образом жизни, и поэтому мы подумали, что это круто, это как бы вот все случайно, не случайно, и оставили в основе. Но есть еще один маленький секрет, которым я никому не рассказывал. И еще хаба — это хаба, да, это первые 4 буквы Абхазии. Вот, так что, как вам больше нравится? Для меня это было как бы вдвойне приятно. Это было название, которое было придумано, оно было придумано случайно, но, как потом ребята сказали, ну, конечно же, потому что ты любишь Абхазию, и поэтому так случайно у тебя и появилось название, в котором есть эти первые 4 буквы. Тенгиз Тарба рассказал и о планах касательно успешного проекта «Горная Абхазия». Сейчас он временно приостановлен из-за проблем со здоровьем руководителя, связанных с его профессиональной деятельностью. Однако вскоре проект продолжится. Это, видимо, эти проекты, они как-то объединятся, и ресурсы, привлекаемые проектом Хаба-Хаба, они помогут нам реализовывать наши совершенно некоммерческие исследовательские экспедиции, очень важные для Абхазии. Так что я надеюсь, что, ну, наверное, конечно, не в этом году, но в следующем мы сделаем ряд экспедиций по горам Абхазии. Не туристических выходов, а именно исследовательские экспедиции. Таким образом, в Абхазии есть проекты, которые призваны заинтересовать туристов. Никуда не делись и наши достопримечательности, многочисленные отели и пансионаты. Есть и запросы, так что есть надежда, что нынешний туристический сезон окажется одним из самых удачных. Аля Катрапш, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение.